у нас о народе нагайцах. Нагайцы, нагаи, даже крымские степные татары называли, или нагайские татары называли этот народ. Вообще само название есть. Кстати, не всегда это бывает, а здесь есть нагай, практически не отличается от того, как мы привыкли называть этот народ. По переписи 2010 года довольно крупный, большой народ, 103 660, вот так там перепись говорит. Ну, думаю, с 2010 года много изменилось за 7 лет. Ахмед Аминович, а вообще я вот посмотрел, довольно такое пестрое расселение, да, нагайцев. Это с чем связано? Да, нагайцы расселены довольно широко, и это связано с историей нагайского народа, с тем, что это был кочевой народ. Вот, последние группы нагайцев, в общем-то, достаточно даже принудительно были переведены к оседлости уже в 30-е годы 20 века советской властью. То есть последние группы нагайцев кочевали вплоть до, вот, в общем-то, 30-х годов 20 века. Но самая большая, ну, не диаспора, наверное, неправильно будет сказать, но самая большая такая, общность, да, это в Дагестане. Да, ну, я бы сказал бы даже на стыке Дагестана, Чечни и Ставропольского края. Это так называемая Ногайская степь. И самая крупная группа – это каранагайцы как раз. Каранагайцы – это нагайцы, которые живут на территории Дагестана и Чеченской Республики. Вот эта группа, действительно, она очень крупная. Ну, сейчас насчитывается до 40 тысяч человек. Это 40% народа, собственно. Очень интересный этногенез, конечно, народа. Ну, надо сказать, что это тюркский народ. Угу. И вот, да, когда смотришь там в происхождение нагайцев, то встречаешь, ну, конечно, даже не для исторического очень интересное название: печенеги, кипчаки, половцы и так далее. Гунны да? даже. Даже гунны, да. Давайте поговорим об этногенезе, ну, популярно. Да, ну вот, собственно говоря, нагайцы, я бы назвал бы их, ну вот, действительно евразийским народом, который кочевал по просторам Евразии достаточно широко. То есть нагайцы кочевали на просторах от Дуная до Иртыша. И, собственно говоря, и их след остался. И, конечно же, они впитали очень многие элементы вот на этих широчайших степных просторах. Еще когда существовала Ногайская Орда называлась народом 140 племен. То есть вот как минимум 140 степных племен вошло в состав нагайцев. А основа, база – это кипчаки. Собственно говоря, кипчаки – те, кто, ну, нам известен как половцы, да, вот русскоязычному читателю, слушателю известен как половцы. Половцы плюс печенеги – вот это основа основ и база этногенеза ногайского народа. Естественно, затем, вот когда была Золотоордынская эпоха, включались в состав ногайцев племена и другого происхождения, но вот Вадим Винцерович Трепавлов, историк Ногайской Орды, очень хорошо это называет кипчакизированными племенами. То есть они все-таки вот переходили на кипчакский половецкий язык и, собственно говоря, становились неотличимыми от тех же самых кипчакских племен других. А если брать современные тюркские народы, с какими из них ногайцы наиболее близки по своему языку и по происхождению? Ну, по языку и по происхождению это 3 народа: казахи, каракалпаки и ногайцы. Вот это 3 самых близких народа. Языки практически, ну, на уровне диалектов отличаются друг от друга. И происхождение, ну вот один из жузов казахских, младший жуз, он, ну, в значительной мере состоит из потомков, из тех, кто пришел из Ногайской Орды и вошел в состав казахского народа. А вообще, насколько актуальны сейчас
такая память о родоплеменном строе. Вот известно, что многие нагайцы помнят свою принадлежность к тем или иным родам. Известно же, что там были они, там назывались и мангытами, и кыпчаками, и найманами и так далее. И вот сейчас, в 21 веке, многие могут проследить, да, свою родословную вплоть до племенной принадлежности. Это правда или это миф такой этнографический? Да, это правда. Более того, помнится не только название конкретного, да, рода своего, затем название более крупного объединения, которое называется КУП, да, то есть группа племен. И вот таких купов было среди каранагайцев, например, 5 купов. И многие до сих пор помнят, к какому относятся, более того, помнят тамгу своего рода. Вот. И это тоже очень важно. То есть надо помнить не только про название своего рода, да, племени, но и вот тамгу, собственно. Вот вы сейчас сказали, Ахмед Аминович, надо помнить. Это вот надо, это в каком смысле? Надо, потому что до сих пор есть обычай не брать в жены вплоть до 7-го колена родственницу. Даже, я так понимаю, что даже если это одноплеменные. Да, там, строжайшая то есть эндогамия. не кровавая. Строжайшая. Не кровная. Не кровная, да. Строжайшая эндогамия. Вот, и она до сих пор в значительной мере соблюдается. И вот эта вот память, да, о своем роде племени и о тамге, она очень помогает в этом смысле. Да. И до сих пор это строго соблюдается. В подавляющем большинстве строго соблюдается, да. Да. А если брать какие-то другие регионы, вот известно, что, допустим, в Астраханской области нагайцы в таком находятся этническом пограничье с татарами. Насколько сейчас вот ситуация там такого этнического смешения актуальна? Да, там около, чуть больше 7 тысяч нагайцев. Это в основном астраханские... такая группа была, да, выделялась в советское время астраханские татары, это вот карагаши. Карагаши, которые сохранили в основном нагайский язык и которые сохранили самосознание. Вот. Есть юртовцы нагайского происхождения, они себя называют нугай, но у них уже татарское самосознание, и они, собственно говоря, полностью практически перешли на татарский язык. Вот Леонид Султанович Арсланов очень хорошие провел исследования языка астраханских татар, и он пришел к выводу, что юртовский язык все-таки, он, сохраняя какие-то нагайские черты, больше казанско-татарский уже в основе, а карагашский, он все-таки вот свою нагайскую основу сохранил. Давайте тогда немножко поподробнее о языке поговорим. Мы сказали, что тюркский язык, но все-таки существует нагайский язык. Да. Я так понимаю, он неоднороден, тоже есть группы. Вообще, насколько сейчас распространен язык, насколько говорят нагайцы на своем языке, и вот как раз его отличие от других тюркских языков. Да, нагайский язык, он относится к кипчакско-нагайской подгруппе тюркских языков. Вот вместе с казахским и каракалпакским как раз он образует эту подгруппу. Вот. И он, конечно же, вот неформально делят тюркские языки на кипчакский и агузский. Вот нагайский язык, он очень кипчакский, скажем так, да, вот такой вот полюс. Вот. А полюс другой агузский, это вот туркменский, да. И вот нагайский, он очень кипчакский. И вот, кстати, татарский, казанско-татарский, он тоже кипчакский. Вот. Но все-таки есть различия довольно серьезные, связанные с тем, что все-таки татарский язык формировался на булгарской основе и так далее. То есть есть какие-то определенные различия, в том числе и в произношении, в том, как произносятся слова. Но, тем не менее, татары с нагайцем более или менее себя поймут. Очень даже поймут, да, вполне. Ну, понимаешь,